С десяток улиц в Сунже на этапе реновации. Там меняют водопроводные сети, которые уже давно в ветхом состоянии. Это позволит облегчить проблему перебоев водоснабжения. Где сейчас проходят коммунальные работы, расскажет Адам Гулоев. Последний раз водопровод по улице Максима Горького меняли лет 30 назад. Старые железные трубы не выдерживали давления и часто лопались, что приводило к дефициту воды в других районах города. Однако, несмотря на частые порывы, жителям этой улицы вода поступала без перебоев благодаря прямому подключению к центральному водопроводу, идущему от скважин. Но для остальных жителей, живущих дальше от центра, вода не доходила из-за утечек на старых трубах. В городской администрации взялись за обновление сети. В настоящее время рабочие уже демонтировали ветхие трубы и установили новые полимерные, способные выдерживать давление до 10 атмосфер и обещающие служить как минимум 60 лет. Это большие затраты, много. Мы благодарны, что водопровод меняют хорошо. Сейчас эта капроновая труба, если это положат, она намного долговечная и намного далеко идущая. Но желательно, чтобы работу одно сделали, а другое, чтобы дорогу-то полностью расковыряли, желательно, чтобы ее сразу сделали, и будет все нормально. Новые трубы обеспечат надежность и стабильность водоснабжения на долгие годы, чему жители улицы очень рады. Однако дорогу отремонтируют только в следующем году. В администрации заявляют, пока нет средств на восстановление асфальтового покрытия и приведение его в прежнее состояние. Обещают предусмотреть в бюджете средства на ремонт в 2025 году. Это связано с острой проблемой водоснабжения в городе, поэтому большую часть бюджета выделили на реализацию муниципальной программы по реанимации линии водопровода. В общей сложности в рамках этой программы и не ее у нас 12 улиц, которые будет произведена замена. Уже на сегодняшний день, благодаря этой работе, уже второй год мы ведем эту работу по замене ветхих водопроводов, нам удалось значительно снизить процент ветхих водопроводных сетей. Это в частности именно металлический трубопровод. Мы меняем на полипропиленовые трубы высокого давления. Нам удалось снизить процент порывов на территории города на 70%. То есть, если, условно говоря, в 2021 году у нас происходило порядка 70 с лишним порывов в месяц, и бригада наша аварийного восстановителя работала, можно сказать, без передышки, в том числе выходные, то за аналогичный период позапрошлого месяца уже где-то в пределах 10-15 порывов у нас происходит в городе. Но это нормальная цифра с учетом того, что может произойти и технологическое вмешательство, какое-то благоустройство. То есть это уже допустимая норма. Допустим, один порыв в 2 дня на территории города с общей численностью жителей 62 тысячи человек – это приемлемо. В администрации планировали еще в начале этого года полностью решить вопрос с водоснабжением в городе, но из-за некоторых трудностей порядка 10% жителей еще испытывают дефицит ресурса. До сих пор воды нет у жильцов многоквартирных домов по Менделеево и Калиматово, а именно у тех, кто живет на окраине города. В администрации уже разработали план решения проблемы и в ближайшем будущем планируют закрыть вопрос с водоснабжением. Мы планируем в текущем году, опять-таки за счет муниципального бюджета, пробурить и установить новую водонапорную скважину, которая будет обеспечивать водой именно поселок Менделеево, многоквартирные дома. Благодаря этому, я думаю, мы решим проблему с водой. И уже на будущее лето, с осени, в принципе, уже особо проблем не наблюдается, но следующим летом уже, у нас не должно быть проблем в многоквартирных домах у нас Менделеево, и улица Калиматова. Помимо этого, хотелось бы сказать жителям, проживающим на улице Калиматова, регулярно обращаются. И сегодня на прием граждан ко мне в администрацию подходили люди. Мы сейчас проводим работы по улице Максима Горького. Сейчас идет замена водопровода. За счет этих действий мы планируем, дополнительно закольцевав внутреннее водоснабжение, увеличить мощность подачи воды по улице Калиматова. Поэтому я планирую, если еще дня 4 до окончания этих работ людям необходимо подождать, ситуация водоснабжения должна улучшиться и на улице Калиматова. В Сунже сегодня активно решают проблему с водой, несмотря на все трудности. Параллельно с обновлением водопроводных сетей здесь все больше открываются зоны отдыха, скверы и парки. Улицы благоустраиваются по стандартам крупных мегаполисов, а все благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках программы формирования комфортной городской среды здесь уже на финишной прямой строительство сквера на прибрежной зоне Сунжинского района. На данной территории у нас благоустроены скамейки,
наружное освещение. То есть наружное освещение, это более 20 приборов освещения. Также благоустроена пешеходная и велодорожка уже ниже, на берегу, непосредственно в близости к пруда. Общая протяженность где-то порядка 180 метров. Протяженность самого сквера около 160 метров. Здесь раньше находился такой пологий берег. Для того, чтобы выровнять его и благоустроить эту территорию, около 140 машин общей сложностью. Балласт, сечка, вот всего было завезено для того, чтобы поднять его. По краю территории, если вы можете посмотреть, метр 20 фундамент уровнем был залит для того, чтобы поднять эту территорию, выровнять ее и привести ее вот в то состояние, в котором она сегодня находится. Рядом с новой благоустроенной территорией находится семейный парк, который особенно в летнее время года пользуется большой популярностью местных жителей, из-за чего парковку между благоустраиваемой зоной и парком расширили за счет внебюджетных средств. Таким образом, здесь созданы дополнительные удобства, возможности для отдыха и активного времяпрепровождения. А в будущем в планах обустроить всю прибрежную зону городского пруда. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.